Маш Дуалса, Хамсер Нокоси. Здравствуйте, мои дорогие. С вами снова Лейла, и вы на канале Как-то так у Лейлы. Формат, можно сказать, моей съемки. Поставила тут себе вспомогательный столик. У меня сегодня заказ. Ну и, конечно, у меня есть время, и я хочу снять этот заказ вместе с вами. Ну, конечно, не все подробности, но кое-что сниму. И мне тут нужно еще для Тензилы кое-что снять. Но это будет одновременно идти. Что-то будет для Тензилы отдельно идти, что-то для своей съемки отдельно идти. Я только что сегодня записала один ролик, этот пойдет за ним. Здесь будет только готовка, мои дорогие. Поэтому много вашего внимания занимать не буду. Потихонечку снова начинаю брать заказы и готовой еды, и полуфабрикатов. Ну, просто надо. Просто хочу. Не надо. Хочу. Еще раз это говорю для тех комментаторов, я не могу сказать, что это подписчики, для тех комментаторов, которые много чего пишут. Мне нравится эта работа, и я хочу работать. Вот так вот, мои дорогие, значит, что? У меня в заказе мясо по-арабски, вернее, курица по-арабски отбивная. Тоже было написано, почему курица по-арабски, если это просто грудка. Ну, так называется, не знаю. И не я назвала, не знаю. Пусть будет курица по-арабски, пусть будет грудка по-арабски, без разницы. Как будто грудка это не курица. Значит, курица по-арабски, мясо по-французски из мяса говяжьего и из отбивной. Ну, типа мяса по-французски. Отбивная, короче говоря, куриная тоже. С помидорами, с луком, со всем этим. Куриные стошки, куриные крокеты в заказе, обычные котлеты мясные в заказе. И что у меня еще? Все, по-моему. Ну, по ходу вы увидите, я уже даже не помню, надо смотреть на заказ. Так, пока я сейчас опущу камеру, чтобы было видно. Посмотрим. Может быть, сразу будет видно и меня, и то, что я готовлю, но вряд ли. Так, ну вот так вот. Был бы Ибрагим дома, он бы меня установил. Ну ладно, не обязательно, чтобы моя голова была видна. Так, девочки, перед этим у меня я не забыла прикрепить микрофон, потому что ходила на такси, вернее, к таксисту. И забыла прикрепить микрофон. Значит, там будет без озвучки идти. Я просто отделила от грудки филе. Вот такое вот филе получается. Это чуть-чуть поменьше, это чуть-чуть побольше. Это замороженная грудка. И я говорила, что вот эти вот грудки, ну вот эти вот косточки, конечно, мы не выбрасываем. Это все идет в ход, когда нужно мясо на какой-нибудь салатик. Вот. Иногда у нас столько накапливается после вот заказов, когда рулеты заказывают, после рулетов эта костная система вся остается. И, конечно, она просто потом уже бывает в больших пакетах, у нас морозильники большие, все это сохраняется и потом идет в салат. Так, также можете дома сварить супчик, сделать салатик, без разницы, если вы делаете что-то. Так, теперь понемножечку вот так вот уберем вот это вот малое филе. Вот так вот. И теперь вот эту вот часть видно, чтобы вам было видно. Вот так вот. Вот так вот. Разделяете. То же самое делаете и так, теперь будем мариновать курицу по-арабски. Так, можно мариновать в молоке. Сегодня я вам покажу, как делать это в майонезе. Так, немножко вот так вот майонезика.
Ну, девочки, сколько всего надо. Ну, чтобы смазаться, просто чтобы смазать наши отбивные. Так, точно так же мы их сначала присолим, приперчим. И потом майонез. Так. Вот так вот, адыгейская соль. Красный перец жгучий. У меня он такой вот хлопьями, очень жгучий. Поэтому я не очень много буду, но вот так вот. И опять или чеснок сухой, или чесночный перец. Без разницы. У меня чеснок сухой. Все. Так, сюда можно вбить еще одно яйцо. Прямо в майонез, чтобы потом не делать как бы кляр, да? По-арабски можно делать разными способами. Так, вот так вот вобьем одно яйцо. Все это перемешаем. И они у нас будут готовы, просто уже обваливать в сухарях и готовиться. И все. Все, маринуем. Это даже можно делать с ночи. Это делается для того, чтобы наши эти отбивные были сочными. Ну что, теперь будем делать, пропустила через мясорубку грудку нашу. Значит, будем делать крокеты наши и стошки. Сейчас, значит, тут у меня килограмм фарша. На килограмм фарша он, вот такие средние 2 луковицы, пропущенные через мясорубку. Так, чайная ложка соли. Друзья, я на любой фарш, кроме мант, добавляю вот такую горку с горкой чайную ложку соли. Где-то пол чайной ложки черного перца. И немножко чесночного перца. Или, как у меня в этом случае, сухой чеснок. Все, больше сюда я ничего не добавляю. И добавим еще одно яйцо. Так, если что, у меня яйцо помыто. Я в холодильник кладу, сразу мою. Так, что теперь быстренько занесем фарш. И вы знаете, можно еще раз пропустить через мясорубку или через блендер. Так, вот так вот. Блендер у меня вот такой вот. У нас очень слабый свет. Я стабилизатор не включила. Ну все, хватит. Нормально перебила. Девочки, блендер мне подарила моя подписчица. Хотите, можете делать поменьше. Так, ну вот так вот соберем в виде углубления вот такое. Можно делать стаканчиком.
бортики вот так вот сделать. Так, установила камеру уже по-другому, и я не вижу. Надеюсь, я снимаю. Сейчас посмотрю, как там. Вроде бы видно, да, что делается, видно. Так. И знаете, друзья, вот эти вот заготовочки сделать, положить в морозилку, мои дорогие. И пришел гость, да, в любой момент. Вы можете быстро поставить в духовку, не размораживая. Так, и не размораживая, ставите в холодную духовку. Духовка вместе с духовкой, и они у вас оттают. И духовка разогреется. Ну и где-то минут 40, может быть, если замороженное, потратите на приготовление этого блюда. Пока вы там с гостями говорите, что-то другое готовите, нарезаете, там хлеб, салатик какой-то. И вот это блюдо будет готово. Одновременно можете сразу же макароны отварить, можете сразу рис поставить на гарнир. И это все одновременно приготовится. Так, значит, дальше что? У нас 3 стошки будут идти с начинкой из обжаренной моркови с луком. А в 3 штучки мы положим картофельное пюре. И еще хочу сказать вам насчет зажарки. Ну вот когда делаете зажарку для чего-то, да, сделайте ее побольше. Ну вот прям большую сковородку. Все равно делаете, да. Потом оставшуюся положите в морозилку. В порционные кулечки можно даже вот формочку для льда положить, чтобы в следующий раз, когда будете делать там супчик чего-то, и когда спешите, сразу же можете достать и положить туда. Тоже очень удобно. Так, теперь сюда будем ложить пюрешку. Картофельное пюре с перетертым сыром. Тоже очень вкусно. Хочу все пюре использовать, но его слишком много, по-моему. Ладно, слишком тоже много не будем класть. Так, теперь нам нужен майонез. Так, и теперь нам нужен на эти помидорчики положим. Эти сошки можно сделать еще с вареным яйцом, с сыром, с грибами обжаренными, с любой начинкой, и тоже очень вкусно. Так, мы сейчас противень приготовим для запекания, а потом уже займусь уже
другими. Это надо собрать в одно блюдо ей. Как бы будет небольшое ассорти. Вообще заказывают такое ассорти. Куриный шашлык можно. Много чего. Мясное ассорти. Куриное ассорти. Так. Что еще? Теперь. А, сыр. Теперь кладем сыр. Так вот. Шапочкой. Сюда тоже просто здесь помидор не нужен. Просто сыр, чтобы была шапочка. Так, надо было, наверное, майонезом все-таки сначала, чтобы сыр держался. Так, и теперь сделаем сеточку с майонеза. Так, теперь отбивные сюда положим. На отбивные тоже начинку можно сделать и грибы положить. И просто как сейчас я буду делать. И можно вот так вот, чтобы была более форма одинаковая. Вот видите, она вот так вот длинная отбивная получается. Вот так вот закрутили. И она получается более, вот видите, по форме они получаются более-менее одинаковые. Так. Это мне показалось слишком маленькая, так она будет слишком большая, наверное. Вот так. И не бойтесь соединять, потому что это все равно соединится. Сыр сделает свое дело. Даже из кусочков можно ее собрать, если честно. Из полосочки, из кусочка, из обрезков можно прекрасно это сделать. Ну, конечно, на продажу мы это не делаем из кусочков. Так, теперь идет зажарка. Так, теперь кладем дольками помидорку. И сыр. Так, ну и снова сеточка из майонеза. Так, здесь, по-моему, сыра немножко маловато.
Все, теперь будут у нас еще мясные шарлотки. Так, мои дорогие, я без вас сделала пока просто основу для шарлоток. Это я приготовила фарш для котлет, но до того, как я добавила туда хлеб и картошку, просто лук и... Как его? Просто лук, фарш, соль, перец. Все, больше тут ничего нет. И снова будем сюда класть зажарку, помидор и сыр. Сейчас я зажарочку принесу. Эта зажарка у меня в действительности, друзья, после заморозки. У меня вот я делала, много сделала, и у меня теперь вот сегодня не надо было уже заниматься зажарочкой. Можно, если хотите, сделать форму круглую. Но обычно у нас мясо по-французски из фарша, которые делаются круглыми. Поэтому вот такие вот, мы их называем шарлотками, делаются вот такой вот удлиненной формы, как котлета. Если честно, мне даже больше нравится вот это, чем мясо по-французски. Конечно, мне нравится мясо по-французски, именно классическое, из отбивного мяса, с картошкой. Но на свадьбы, на это обычно заказывают из фарша. Так, сегодня заказали у меня манты, но лук просят пропустить через мясорубку. Потому что, говорят, дети не едят лук. Так, все. Теперь снова помидорчик кубиком. Так, запекать мне пока рано. Я сейчас вот этот противень просто поставлю в ларь, морозилку. Ну, он не замерзнет. Просто холодильника такого объема у меня нет. Мне надо снова ремонт сделать тому моему холодильнику. Витринный холодильник. Ну, полгода у меня поработал. И не хочется, не знаю, или покупать новый, или его отремонтировать. Опять мотор полетел. А ремонт стоит 9000 вместе с мотором, короче говоря. Дорогое удовольствие. Тот раз я сделала ремонт, он ровно полгода у меня поработал. Хотя и со стабилизатором. Вот настолько у нас очень плохое напряжение в сети. Иногда 165 только бывает. Даже вот у меня большой стабилизатор 5000, да, сломался. Тоже надо делать. Вот эти вот перепады даже стабилизатор не потянул. Скоро начну жаловаться, если честно. Просто нет времени поехать, писать заявление в энергосети эти. Уже делать нечего. Деньги просят вовремя, чтобы оплачивали. А свое, что им надо, не делают. Так, сыр натертый закончился. Так, и снова сеточка из майонеза, значит. Так, все, для запекания все у нас готово. Теперь будем все готовить. Значит, духовку я уже включила. Сейчас поставим наши запеканочки. Ну, в общем, все запеканочки, можно сказать. В духовку на 180 градусов. Минут на 30-40. Так, ну вот так вот поставила в духовку. Просто чтобы перед вами не догинаться, я выключила. И теперь закроем духовку и
Минут 30-40, как я сказала. Посмотрим по нашей духовке. Так, девочки, значит, уже поставила я по-арабски. Снимается и для Танзилы, и общий ролик. Забыла я разморозить свои котлеты по-киевски, но ничего. Когда спешим, мы их обжариваем и замороженные. Просто я сейчас их обжарю и, скорее всего, потом допеку в духовке. Ну, по ходу посмотрим. Сейчас просто очень горячее масло я их положила. И газ убавлю, потому что они замороженные. И теперь мне нужно сделать крокеты, и остальное все уже сделано. Так, девочки, сейчас будем собирать наши крокеты. И это у нас, по-моему, уже последнее блюдо на сегодня. Приготовим для Кляра яйцо. Так, сейчас проверим наши в духовке, что стоит. Олег. Ну, вот этот вот кусочек. Сейчас сыр остынет, и он хорошенечко прихватится. Все. Вот так вот. Будут ждать свою очередь. Так, теперь крокеты. Можно намочить руки и в масле, можно намочить руки в молоке. Тут 70 грамм фарша у нас. Вот такой вот небольшой кусочек сыра. И вот такой вот кусочек орешка. И вот так вот собираем его. Придаем форму шарика. Вот так вот. Сначала соберем все вот так вот, потом будем обваливать все вместе. Так, девочки, наши запеканочки, запекающиеся штучки готовы. Сейчас вытащим. Так, теперь пока можно было бы еще, конечно, прожарить сверху, но тогда эти слишком пережарятся. Так, на эти стошки вот так вот немножечко кетчупом пройдемся еще. Так, друзья, и теперь последние штрихи, можно сказать, моей готовки сегодняшней. Так, сейчас
Вот так вот мы их обваливаем, обмакиваем в яйце. Вообще-то по рецепту должен быть кляр. Мука должна быть с яйцом. Но я что-то не делаю так. Можно было бы немножко добавить муки, и был бы более такой... корочка была бы потверже. И, скорее всего, даже бы и сыр не вытекал. Ну, несколько раз я уже готовила, сыр не вытекал. Посмотрим, что будет сегодня. Так, все. Форма немножко изменилась, но мы ее сейчас придадим. Вот так вот. Почти то же самое, что и котлеты по-киевски. Так, все. А мы для ускорения процесса делаем их из фарша. А это то же самое, просто в виде шарика, как-то оригинальнее накрыть на стол. Так, ну что, девочки, и крокеты наши готовы, и все готово. И теперь соберем наш заказ и отправим. Такси уже вызвали. Так. Все это нужно поместить в одно блюдо. И как? Сейчас будем смотреть. Как это собрать, да? Так. Так. Мясные сюда, наверное, как-то. Так, это тоже мясное. Так. Теперь по-киевски, да, как-то?
Так, посыпем кунжутом. Друзья, конечно, ролик будет длинный, но я его выпущу таким длинным. Пусть будет целый день с вами, с заказами. Так, один у нас лишний. 4-5, да? Да, лишний. Значит, мы скоро разрежем и покажем вам. Он очень вкусненький. Я несколько раз делала дома. Но я дома, знаете, как делала? С этими. Так, машина уже приехала, девочки, все. Теперь быстро. Куда их класть-то хоть? Вот так вот. Вот сюда. Так. Так. Надеюсь, заказчице понравится наше блюдо. Это блюдо ассорти на день рождения для дочери приготовила. Ну, заказала наша заказчица, короче. Далдер Льюэльс. Оформление, конечно, у меня, можно сказать, хромает, но как могу. Сейчас обернем в пленку и отправим. И уже это блюдо не надо перекладывать, ничего, оно готово сразу же на стол. Так, сейчас. Девочки, напишите в комментариях, если вам понравилось, и как я приготовила, и как я оформила. Может быть, какие-то будут пожелания, чтобы улучшить все это. Ну что, мои дорогие, заказ отправлен. Такая жара у нас все-таки немножко, видите, бардака вам покажу. Вот так вот. Еще на другом столе тоже бардак. Имейте в виду, что после заказа, тем более в спешке, бывает много чего. Но этот заказ я сделала без спешки, спокойно, снимая. Ну и, конечно, очень длительно. Дело в том, что, мои дорогие, когда снимаешь, очень много времени уходит на съемку. Очень много. Поэтому, когда идет большой заказ, не получается снимать. Выключаешь, включаешь камеру. Слушайте, вот этот ролик очень длинный будет, но я его опять, повторюсь, выпущу, какой он есть, длинный. Так, ну и вот наш крокет. Вот так вот. Ну, он сейчас уже остыл, поэтому сыр не течет. Но вот смотрите, и сочные, вроде бы видно, да, что они сочные, смотрите. Сочный, вкусный. Орешек придает какую-то свою изюминку. Сырочек, который тут немножечко, он сейчас просто остыл, но он вот тянется, видите? Был бы горячий, тянулся бы еще больше. Вот так вот. И очень вкусно. Попробуйте. Это будет очень вкусно, как я сказала, с каким-нибудь соусом, сливочным соусом, с чесночком, с укропчиком. И что? Майонез, сметанка, укропчик, чесночок, и туда макать. И на гарнир можно и рис, и картошку, и макароны какие-нибудь, и грибы обжаренные. Также, мне кажется, как-то попробую, можно сделать сюда начинку из грибов. Просто обжаренных несколько грибочков положить и завернуть. Тоже будет вкусно, оригинально, и совсем другой вкус, и другая подача, как бы, да? Ну вот как-то так, мои дорогие, показываться не буду, честно скажу, хиджаб сняла, у нас на кухне очень жарко, даже подумываю, надо что-то тут делать, скорее всего, ну, вентилятор надо хотя бы занести. Теперь мне нужно быстро прибраться и готовиться к заказу. Я взяла 2 свадебных заказа,
будем делать вместе с Мадиной. Мадина даст своих детей няне. И решили сделать 2 заказа свадебных. Отказать им просто не вариант. Не хотят, предлагали наших подруг, чтобы они сделали. Нет, хотят именно, чтобы мы, потому что это наши постоянные заказчики. Так что вот так, как-то так, мои дорогие. Всех благ вам, мира и благоденствия. Пишите в комментариях, ставьте лайки. Давайте добьем наших 100 тысяч подписчиков. Подписывайтесь. Я очень редко этого прошу, но сейчас хочу, чтобы вы подключили кого-то, подписали кого-то ко мне. Кто не подписан, подпишитесь. Может быть, кто-то забыл. Вообще, YouTube даже отписывает. Я несколько раз подписывалась на каналы, которые была давно подписана. Иногда YouTube отписывает. Так что посмотрите свои подписки. И давайте будем праздновать 100-тысячного подписчика.